Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Как говорится, 100 лет, 100 зим. Мы с вами не виделись. Ну, на самом деле я выкладывал, конечно, и летом видео, наверное, пару штук-то выкладывал. Это однозначно, как говорится. Вот. Ну, настало время выкапывать картошку. К нам приехали дети, ну, чтобы помочь. Там Маша. И еще обещала приехать сестра Раиса Ивановна, но она приедет под вечер. В этом году картошку мы решили выкопать, ну, попробовать хотя бы этим окучником, мотолебедкой, окучником. Ну, такой плуг, на вроде плуга, вот, самодельный такой плужок, именно чисто для выкапывания картошки, для уборки картошки. Этим плугом давно, где-то, наверное, лет 10-15, может даже и больше, мы работали в свое время. А потом что-то забросили и стали снова вилами выкапывать. Ну, в этот раз решили снова попробовать. И дядя Ваня обещал нам за плугом, за мотолебедкой постоять, поуправлять, ну, помочь. Ждем, вот утро, я вышел пораньше всех остальных, дети встали, завтракают. Маша тоже там завтракает, но Маша очень рано встала, где-то, наверное, 5 часов уже были мы оба на ногах, так сказать. Я на коленке, Маша на ногах. Суть до дела, она что-то приготовила там покушать, и завтрак, и все такое, и все инструменты уже подготовленные. Короче, я вышел пораньше и жду, когда придут основная рабочая сила, так сказать, придет. Ну вот, лето быстро пролетело, друзья, да, очень быстро. Тем более на севере еще. В других регионах это и до ноября у них еще будет лето, и лето, и лето, и лето. Особенно там в южных регионах, там Воронежская область. У меня вот, например, там знакомый живет, товарищ хороший, Алексей, да. И иногда в ноябре пишет, что, например, 22 градуса там в ноябре у них. И мне это дико как-то даже завидно, так сказать. Ну, белой завистью, конечно, завидую, не черной. Но все равно, в 20 градусов в ноябре нам бы так. Лето, видите, а у нас короткое, у нас в ноябре уже это полноценная зима. Иногда 7 ноября уже где-то сантиметров 20 снега и все такое. Вот. Маша вон идет за картошкой, наверное, для варки супа. О, не знаю, видно или нет. Выкопала вчера картошку для того, что, ну, с краю, чтобы можно было вот эту лебедку положить, чтобы она не мешалась и до конца копала. В сей год очень многие жалуются, что нету картошки. Ну, мало картошки. Крупной очень мало, мелкая слишком мелкая. Даже на семена, говорит, очень-очень еле-еле там набирается. Вот. Семена у нас где-то размер куриного яйца считается, да? И очень мало, потому что в самом начале было холодное дождливое лето. Потом оно сменилось на холодное засушливое лето. Потом вот это все, холод ушел, пришла жара, и тоже засуха такая, и 1,5 месяца вообще ни капельки дождя, вообще ни капельки дождя. И вот получилось, что получилось. Где более влажный участок, более-менее, может быть, и есть картошка, ну, средний так, покушать там, ну, чтобы куда-нибудь излишки продавать, такого быть в этом году уже нет такого. А вот чтобы для себя хватило полноценно, ну, это, наверное, ну, мелкую, значит, будем кушать. Мелкая, если в начале, если вот мелкую кушать, под весну она, конечно, ее невозможно там, она смаршивается все, и так мелкая. А вот в начале, где-то вот в октябре, в ноябре, вот кушать эту мелкую, она даже очень вкусная. Мелкая она, картошка, она, вот лично я мелкую, вкус отличается для меня. То, что крупная и что мелкая. Мне мелкая больше нравится. Просто да, возиться с ней подольше, чистить там и все такое. Вот. Но
И мама моя тоже очень любит мелкую картошку, когда всегда раньше в чугуночке мелкую картошку это самое засунет. Она там еще сверху еще подрумянивается. Ну, нету крышки же у чугунка, да, печки там. И она подрумянивается сверху, с верхний слой картошки. И мне так нравилась эта картошка, как бы вроде и вареная, как бы и запеченная. И мелкая-мелкая. И очень вкусно. Ой, времена были, конечно, приятно вспоминать. А тогда не понимали, что это время самое золотое. Вот. Ну что, друзья, я жду моих помощников. Выйду скоро, я вынесу двигатель вот этот, мотолебедку. Я включусь, покажу, что будет получаться и какая картошка у нас будет. Ну, во всяком случае, я постараюсь. Я люблю вот этот момент. Вот выходишь, да, на улице такая прохлада. Прохлада, так и дышится очень легко. И чувствуешь, что день будет сегодня очень жарким. Ну, да, жарким даже, можно сказать. Не просто теплым, а жарким. Осенний, именно осенний жаркий день. Вот. Я не знаю, можно ли считать это бабьим летом. Обычно, да, у нас бабье лето где-то в числах 10-го, 11-го, там вот так начинается. Но может даже это уже и бабье лето у нас. Сейчас это все меняется, ничего, нету порядка. Немножко еще поболтаю насчет грибов. Маша все ждет, когда выйдут белые грибы, там еще какие-то, хотя бы какие-то моховики для соления. Нету грибов, друзья. Нету. Я не знаю, вот сейчас, в данный момент, есть или нет, вышли, вроде как не было. Из ягод черники в этом году мало. Брусники, позавчера она у нас сестра ездила за брусникой, да что-то очень тоже мало попалось. И еще клюква. Клюква есть, но пока еще рано ее собрать. Вот такие новости у нас пока. Ну а у нас, как говорил уже, основная сегодня задача убрать, попробовать мотолебедкой убрать картошку. Как получится, что будет, кто будет участники этого мероприятия. Постараюсь немножко заснять. Ну что, подошли работнички, помощнички. Вот сзади Маши где-то там лебедка, мотолебедка стоит. А дядя Вань на некоторое время отошел отсюда. Короче, сюда копаем лебедкой и начали копать, да? Картошка так себе. Вот такая картошка, где-то, как получается, 3 ведра крупных на... Ой! Это вчера было так. 3 ведра на одно мелкое вчера ты пробовала, а сегодня... Соль пошла и это... Там побольше картошки, крупных побольше. С краю огорода, говорят, крупнее. А так мелкая очень. Катерина, привет подписчикам. Когда сырники будешь снимать, показывать? Сочники ждут. Сегодня. Это самые подписчики ждут сочники от тебя. Сочники вкусные, да, от Катюши. Ну-ка там, посмотрим руки Катерины. Какая там картошка. О, вот такая. Соседи включили музыку с утра. Попаду, наверное, под авторские права с этим роликом. Ну, что есть потом, я не могу их. И танцевать. Танцуй. Танцуй? Я уж не молодой. Ты танцуй. Я уж не молодой. Как песня поется? Танцуй, пока молодой. А мне уже 6-й десяток пошел. Короче говоря, конец огорода, ой, как далеко еще. Но главное в этом деле, как говорится, начать. А потом финал будет. Погода прекрасная, теплый день, бабье лето на севере. Все. Все работают, я болтаю. Ждем дядю Ваню. Немножко поснимаю, как еще лебедка будет тащить там.
глубоко посаженная в этом году картошка, как казалось, не тяжело. Он такой плуг, ну как окучником. Просто по центру идешь. Грядки. И как бы по бокам раскалывает этот. И собираешь. Ну, быстрее, чем вилами переворачивать, конечно. Все как обычно, друзья. Ведро и буз-мешок. По 2 ведра в мешки, чтобы легче было потом в подвал затаскивать. Вот так. Маша еще сегодня не здоровалась. Маша, привет всем. Всем привет. Всем привет, говорит. Ну-ка. Ой, успела выбросить большие, крупные картошки были. Это мелкая тоже. Вот так и продолжается работа, как говорится. Лебедка, там плуг, с другой стороны, ну, там Екатерина. И картошка вот. Ну, мне кажется, да, быстрее, чем вилами, чисто вилами, да, Маша? Да. Быстрее вилами, но не знаю, как вот весна покажет, сколько там останется картошки, конечно. Вот до этого Маша это вилами это копает, потому что самый конец плуг не может близко к лебедке выкопать эти две лунки. Поэтому это конец самый вилами копает Маша. Он самый главный у нас дядь Вань, рулевой моторист. Здорово, дядь Вань. Я главный. Здорово. Че ты отошел? Куда ты отошел? Как дела? Ну, дело. Хорошо? Хорошо. Да, идут. Дела идут, и танки наши быстрые. Ну что, время обеда, друзья, у нас. Мы заносим, что убрали до обеда. У нас получилось 21 ведер крупными. Мелкие не считаю. И 15 ведер семена. Ну, семена средняя картошка. 21 и 15. Вот такой. Убрали ну, чуть меньше половины. Чуть меньше половины вот того большого участка. Ну, тара закончилась, сначала разгрузим как раз в обед. Вот так. Екатерина угощается шавелем. Игорь мешки помогает Маше. Я придержу с этой стороны. Заносить. Ну, короче говоря, дружная бригада работает. Я так не согнусь, как вы. Мне так проще. Все. Был человек и нет человека. Был человек и нет человека. Все. Вот так, мы на обед, друзья. Грузим. Мешки кладем по 2 ведра всего, чтобы легче было таскать. Если это тяжелый, Маша, ой, Катерина, там, наверное, больше. Выбирай, где не 3 ведра. Прошлый год Левушка таскал на корыте
В этот год нету Левушки у себя. У него свой огород в этом году. А? Ну, второй раз приедете. Чё? Второй раз. На сегодня день у нас рабочий закончен. Маша вот тут заканчивает вот эту грядку уже вилой. Там самый крайний ряд. Плугом неудобно. И вилой доканчивает. Сейчас немножко вот этот окучник покажу. Не окучник, а как его. Ну вот чем выкапывает картошку. Ну, он похож на окучник. Вот этот аппарат. Но рама-то от плуга идет. Просто вот здесь открепляется и ставится вот этот. Как окучник, только вот видите, какие прутья как бы. Вот этот лунку он разбивает. И картошка еще, там наконечник такой маленький, он приподнимает эту картошку. И проходит, земля проходит через вот эти прутики, картошка рассыпается по бокам. Принцип такой. Потом ручка и все. Главное, чтобы картошка не глубоко была посажена. Когда глубоко картошка посажена, тяжело им тоже копать. Буквально с минуты на минуту должна подъехать Раиса Ивановна. Сейчас время 4 часа вечера. И на сегодня, на этот момент, вот этот с левой стороны, да, вот этот с левой стороны он выкопан весь. Вот, до домика, маминого домика. И с правой стороны не выкопанный участок. Короче, на этот момент 37 ведер крупных и 15 семенных. И мелкой там очень много в этом году, но пока я не считал, сколько. Вот. Ну, тоже немало в этом году, мелкой очень много. И на этот раз, наверное, я буду уже заканчивать на сегодняшний день. Ну, быть может, вот Раиса она подъедет, да что-то будет, и может быть я на улице буду, да, может и поснимаю, а скорее всего уже завтра включусь и покажу, что у нас и как у нас. Дальше идет дело с выкапыванием картошки. Настоящее лето, друзья. Прям вот лето-лето. Жарко прям. Видите, там картошку еще погрузили. Сейчас я поснимаю. Картошку погрузили, в это самый подвал занесли. Вон, подвал закрыли. Все. Вот так. Умка сегодня гуляла. Тоже к вольере спряталась. Жарко ей. А лежит вон она там с краю, видите, лежит. Вот, молодежь идет. На голову подняла. Вот так. Потихоньку деревенские дела идут. Короче, не успел я с огорода уйти. Маша уходит, Раиса Ивановна приходит. Где там Раиса Ивановна-то? Потерялась у меня. А, вон. Городская, деловая пришла. Все. Считай, картофель убран. Раиса Ивановна, привет подписчикам. Она сегодня, наверное, выйдет еще. Я не знаю, поснимаю. Но я завтра выйду тоже. Ее поснимаю. А, Маша показывает, что успели за день. Че? Получастка забомбили. Бомбец. Не знаю, сколько, правда, осталось тут. Да? Бомбанули. Да ничего не осталось нормально. Ну-ка, экспертизу сделай. Осталось нет? Если осталось, то все равно выйдет пару штук-то. Случайный. Нет, ничего, нормально все. Чисто. Чисто. Чисто.
Ни одной картофелинки не попалось. Вот теперь ругай вот этот плуг. Плуг хороший. Вот так. Все, до завтра, друзья. Вам это, нам долго до завтра, а вас это займет всего пару секунд. Все. Утро следующего дня, друзья. Я уже вчера вечером дети шашлыки жарили и еще такое. Раиса Ивановна вроде как сорняки убрала еще. Ну, как говорится, по традиции, раз Раиса Ивановна здесь, топится уличная печка. Не знаю, дым показывается, нет, но уличная печка топится. Вот. Опять же сегодня, вернее снова сегодня же прекрасный летний даже день, можно сказать. Осень, ну, бабье лето у нас, наверное, это и можно считать, вот эти бабье лето. Ну, многие удивляются, там, говорят, зачем уличную печку топите, сейчас горячая вода в доме и все такое. Но это уличная печка, это совсем другой колорит, так сказать. Обстановка, как говорится, дух деревни, что ли. Айда там недовольная. Подожди еще 2 дня, Айда, и мы пойдем с тобой на прогулку. Мы очень уже часто сейчас гуляли с Айдой. Я, правда, камеру не беру. Сейчас опять Айду покажу, и опять меня будут ругать, что она на цепи. Это соседская собака лает, а Айда не лает. Что Айда на цепи, но в деревне 99% хозяев собаки на цепи. Умка у нас в вольере, она не умеет на цепи. Айда на цепи. Завтрак ей дали, она завтракает вон там. Завтракает, Умка завтракает в вольере. Соседская собака, он молодой щенок, подрос немножко, такой подросток, и лает, и лает, лает, и лает. Айда, Айда, ну, Айдушка, улыбайка. Она умеет улыбаться. Все, печка горит. Раиса Ивановна там где-то на огороде. Сейчас съездим к ней. Пока дядя Вань не пришел, Раиса Ивановна уже вилами купает. Как обычно. Ну, да. Сейчас дядя Вань приедет тоже. Костерок там для углей. Может даже картошку запеченную сделать, да? Да. Костерок горит. Вчера мы так и не разожгли потом костер. Дядя Вань спешит, да, потом. Надо ему куда-то было ехать, да быстрее бы успеть выкопать этот участок. Ну, не знаю, вот плугом выкопали, что проверили вроде как, мало что остается. Ну, есть, конечно, но и вилами тоже ведь этот процент, что остается. То, что вилами и картошка. Ну, картошка мелкая, ужасно. Мелкая. Смотрите, в этом году по всей деревне у нас очень редко, где картошка крупная. Ну, на влажных участках, где глинистые, влажные участки, более-менее есть еще картошка. А так... Ну, спасибо этому. Да? Да, нам хватит, я это самое. Нам хватит. Нам надо еще и чтобы дядь Ване тоже хватило. Я Витя что? Дядь Витя и дядь Ване, ну да. Дядь Витя. Дядя Виталий. А ну вот Да, мелкую картошку Виталию, я брату. увезу. Да. Так, подъехал к самому производству, как говорится. Вот крупная картошка, ой, против солнца опять не показывает ничего. Крупная картошка. Ну, такая. И показывает против солнца. О, вон, да.
крупная. Там что? Блин. Ну как вот будешь снимать? Не показывает против солнца-то. Вот там средняя картошка. Сейчас уже семена уже все заполнены. Это средняя картошка. Это мелкая. Одна мелкотня, да? Ну-ка, где у тебя рука-то? А? Вот такая обычная. Ну, для сего года нормально, да? Крупные тоже есть. Ну, тяжелая артиллерия подъехала, так. Едет они там, готовят свой плуг опять. Там бензин остался? Бензин остался? Ну, я уже это ведро вылил. А это кнопка, это ничего, у меня вот это. А. А сверху не будем закрывать углями? А? Сверху не будем углями закрывать? Я не знаю. Ну нет, там-то жар хороший. Ну вот, пускай печется картошка. Она сгорит, как обычно. Пока работает, она сгорит. Раз испеклась картошка-то, покушайте картошку-то. Чё? А что, кружка не взяла? Че мне? Печенье? Ай. Так хватит. А зачем полностью-то почистила? Ну, почистила. Полностью не надо было чистить. Кружка сама. Ну все, все. Герман, все. А, Без сои, без ничего. Залай ты соль. А? Залай ты соль. Ну как, Александровна, картошка? моя. Вкусная? Ну, Катя будет. Дядя Вань, лок чай картофель-то. А? Герман, картошку-то кушай печеную. Когда еще? Следующий год очень, до следующего года очень далеко. А у тебя еще не выкопано дома, да? А? Ломаба. Но картошка-то есть. Я хоть и не работал, друзья, но такой хорошей компании работников тоже не откажусь посидеть. Да, Катюша? Чего себе ты стакан с подстаканником принесла? Что сказала? Что, другого стакана не было, что ли? Я говорю, картошку не ем. Чтоб картошку брать. Пойдем. Худеют? Ну, как раз, Катя.
Ческит полезный. Надо вместе с этой, с кожурой, которая обгоревшая есть. Это и полезно же для желудка. Между прочим, хорошо испеклась, не сгорела. Ой. Ну вот. Это у нас, друзья, называется печенча. Печеная картошка. Покоми печенча. Иногда долгую зиму, не иногда даже, очень частенько делаем. А когда отец был живой, мать еще ходила на ногах, она постоянно пекла ему печенчу предпечье. Печка топится русская. И вот предпечье, там, когда угли, то все, печенчу на завтрак. Каждое утро печенча на завтрак. И прожил до 92 лет. Вот так. Так что это все полезно, это все натурально. И это все, между прочим, вкусно очень даже. На свежем воздухе, еще такое. У соседей сегодня музыки-то нету. Вчера целый день с утра музыка гремела. Ну ладно, друзья, у нас обед продолжается. Потом я уже как-нибудь дальше буду показывать, что получится, что не получится. Вот какая у нас печенча. Она испеклась как раз. Обычно сгорает, а в этот раз как раз. О, смотрите какая. Здесь подрумянилась, здесь испеклась. Вот такая печенча. На. Очень вкусно. Спасибо, кто приготовил. Ну вот примерно как плуг пашет. Вот здесь вот разбивает этот клубень, этот ряд. И вот здесь вот картошка. Только потом руками еще собрать надо немножко еще. Примерно такая история. Как работает этот плужок. Картошка-то как бы есть, но она очень мелкая в этом году, мелкая. Так-то есть картошка, вон. Только собирают. Но соседи шарманку завели, пора выключаться, потом все. Мы уже там закончили большой участок, здесь идеал. Вот здесь идеал. Ну-ка покажи, Катерина, вот ведро с крупной, какой там идеал картошки. Ну. Ну-ка еще наклони, О, вот такой нормальная картошка. Ну, правда, тоже крупной не очень много. Картошка есть, но она средняя и мелкая по большей части. Крупная тоже имеется. Вот так и работаем. Ну что, друзья? У нас, как говорится, по коми чомер. Это значит, дела закончили. Картофельные дела закончили. Ну, обычно чомер это сенокосные, когда заканчиваем дела, кричим чомер. И у нас тоже тут такой маленький чомер. Картошки, значит, получилось. Вот, Раиса Ивановна отдыхает. Домой надо зайти, наверное, надо. Нет? Надо, да. Аккумулятор сел, пришлось выключиться. Короче, друзья, хотел сказать, сколько у нас чего получилось. Немножко. Раиса Ивановна вот там убирает все это от костра, что осталось там. Короче говоря, у нас в этом году такой итог. В общем, вот, идеал получился 15 ведер. И в общем вместе с учхуломским сортом
картошки получилось 91 ведер крупных, 15 ведер оставили на семена, и 30 ведер это специально. Ну, примерно, я вот мелкую мы не считаем за картошку и не считаем, но где-то я прикинул, где-то ведер 30 у нас. Вот это мелкое. Кому бы отдать, какому хорошему человеку, кто держит скотину. Вот. Что-то там Раиса Ивановна в дом еще не заходит, что-то купается. Ну, а я буду заканчивать. Ролик-то заканчивать буду, наверное, уже. Время вот... Сколько мы поработали-то вот этот участок? За вчера вот где-то, наверное, с 9 начали. Ну, я-то вышел рано, а дядя Ваня, наверное, где-то в 9 вышел. С 9 до 4 вчера поработали, или до 5, уже не точно не помню. До 5, наверное, да. А сегодня с 8 до 1:30. Вот. И готово. Что ты, картошка еще там оставалась, что ли? Печень, да. Печенье оставалось еще, да? Да. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Вот. Раиса Ивановна кушает печенье. Кушает печенье. Во поговорит. Говорит во. Ну да, действительно, печеная картошка на углях, на костре. Это самое замечательное блюдо для нас. Ну, во всяком случае, для меня это очень вкусно. Ну, а потом что? Все, заканчиваю. Этот ролик такой, сумбурный ролик. Правда, я, друзья, снимать-то разучился уже. Надо было обратно вернуться. Ну ладно, все. Заканчиваем. У соседей играет музыка, как говорится. Не знаю, попаду под авторский или нет, но бог с ним. Все, заканчиваю. Всем пока. До новых рассветов.